Потом, после войны, скоротечной и длительной, это потом будем решать. И кого бомбить, потом будем решать. В 2021 году всех нас ожидает одна война. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая глобальная проблема настигнет таджиков и весь мир. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе «60 минут» в очередной раз поднял очень актуальную тему. Что стоит на мировой повестке в 2021 году после пандемии коронавируса? Задался вопросом Жириновский и сам на него ответил. Давайте смотреть, вот сегодня происходит что. Вот сейчас что происходит? Что в повестке дня у человечества должно стоять вот в эти ближайшие годы? Что? Вы не знаете. Война за воду. Воды не хватает. Вот это вы разлили всем по стакану. Я пить не буду, вы ее вылейте. Вода – проблема. Владимир Жириновский заявил, что мир столкнется с голодом и войнами за воду, но две страны эти беды обойдут стороной, потому что они наиболее обеспечены водными ресурсами. Первой из этих стран он считает Россию, вторую, к сожалению, он так и не назвал. Биться за воду надо. Средняя Азия взорвется. Это уже будет 10 Афганистанов. Вода превращается в роскошь, доступную очень немногим и практически недоступную тем, кто в ней больше всего нуждается. Жажда становится причиной национальных конфликтов, территориальных споров и кровопролитных войн, а ведущие мировые державы ведут настоящую борьбу за право обладания водными ресурсами. Такая ситуация, как никому, очень близка таджикам, ведь мы очень часто слышим о конфликте на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном. Да, мы можем много раз говорить о том, что это война за территорию, но на самом деле это война за доступ к водным ресурсам. Будем называть вещи своими именами. А вы как считаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Люди нередко готовы отстаивать доступ к воде с оружием в руках, а из-за быстрого роста населения и водоиспользования ситуация усугубилась. Эксперты Организации Объединенных Наций опасаются, что в связи с истощением водных ресурсов количество конфликтов, касающихся доступа к воде, в будущем только продолжит увеличиваться. Таким образом, подтверждается актуальность слов президента Таджикистана, лидера нации Эмомали Рахмона, высказанных им на мероприятии высокого уровня по случаю начала международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028». Сегодня трудно представить себе регион мира, где не было бы трудностей в области водных ресурсов и не придавали бы особое значение роли этого бесценного достояния в устойчивом развитии, ибо все направления и сферы человеческой деятельности тесно связаны с водными ресурсами. С этой точки зрения можно сказать, что водные ресурсы являются не только незаменимым компонентом, но и центральным связующим элементом устойчивого развития, что требует комплексного и серьезного подхода к их использованию и сохранению в интересах будущих поколений. Также эксперты Организации Объединенных Наций предполагают, что конфликт между кыргызом и таджиком в 2021 году может усугубиться, если власти не займутся ним. И еще, в конце 2020 года впервые на Уолл-стрит Нью-Йоркской фондовой бирже начали торговать водой наравне с золотом, нефтью и другими товарами. Об этом сообщило агентство Bloomberg и напомнило, что в планах торговать фьючерсами на воду стало известно в сентябре прошлого года, когда лесные пожары и жара нанесли серьезный ущерб западному побережью США. Отмечается, что при помощи водных контрактов можно будет защитить крупных потребителей воды, например, фермеров, а также сферу электроэнергетики от колебаний цен на воду. Так что, возможно, скоро ценные подарки будут не золотые украшения или золотые слитки, а запасы воды. Как вам такая ситуация? Как вы к ней относитесь? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Задушить всех обезвоживанием. Воды нету, вода у нас. У кого две страны, где проблем с водой нету? Наша Россия, а другая страна? Вы не знаете. У нас на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.